Сегодня я проехал по городу с 6 утра, посмотрел состояние городских улиц, наших помоек. И хочу сказать о том, что мэрия города Якутска вообще не работает. Не знаю, чем они занимаются, но вот, например, за мной стоят дома в Борисовке 3, 2Б. Жалобы вот с этих домов, особенно вот с 17-го квартала, где не хватает тепла. Почему нет тепла? Вот сейчас здесь верхние стояки, все холодные, стоит воздух. Управляющие компании не работают, сбросить воздух не могут. На подачах чуть-чуть тепленькое отопление, обратки вообще стоят фактически холодные. Это получается либо теплоэнергия не дорабатывает, натягивает, либо трассы не утеплены. Приехал вчера на мерзлотку при зампредседателя правительства Дмитрия Дмитриевича Садовникова, там при целом хурале, там ЖКХшников и так далее, сам лично руководитель теплоэнергии Воробьев Сергей Михайлович говорил о том, что они будут утепляться, готовиться к зиме. Нету этого. 17-й квартал замерзает. Это что, мы опять готовимся к зиме и будем повторять январь 2023 года, когда заморозили Сатал, когда мэр там после обеда приехал такой со спящими глазами и смотрел, как Дмитрий Дмитриевич разводит всю ситуацию, с ЧС объявляют по этому микрорайону. Потом бюджетные деньги туда вливаются. Дальше. Вопросы касательно экосетей. За ними вообще контроля никто не ведет. Управляющие компании не работают на местах. То есть вот эти вот помойки, которые должны убираться, они из рук вон плохо убираются. Наставили коробов каких-то, которые там типа будут закрывать эти помойки. Все разрушены. На планерке, посмотрите, больше 50 управляющих компаний в городе Якутске. На ЖКХшной планерке сколько там управляющих компаний? 2, 3, 5? Потому что они не ходят, потому что не влияет мэрия на ситуацию. Я думаю, что при таких раскладах, когда Тарасенко, председатель, а я к нему обращаюсь напрямую, председатель правительства, Дмитрий Дмитриевич Садовников, глава республики, хлопочет за город, а управление городом ведется практически внешне. Чем мэр тогда занимается? Зачем он тогда нужен? Надо ставить в повестку перевыборы. Надо ставить повестку новую о смене руководства города Якутска. И я к жителям города обращаюсь с этим, потому что если мы будем министерство закреплять за кругами, как сейчас делали во время апрельских, майских потопов, если мы будем приходить на чрезвычайной ситуации всем правительством в городе Якутске, зачем тогда нам мэрия города? Давайте вменим внешнее управление с республиканского дома правительства ДП-1, и город будет управляться. Но это никуда не годится. Как дальше жить? Как зимовать-то? Вот там стоит промкомплекс разрушенный на Билибина. Из него хотели спортзал сделать. Спортзала нету, ну и промкомплекса нету. Кто вам дал возможность или дал вам право мальчиков в модных пинжаках, в белых кроссовках рушить то, что было построено не вашими руками? Это инфраструктура стратегическая, это критическая инфраструктура. Вот ГРЭС-2, практически санкционное технологическое сооружение, санкционное из-за того, что мы сегодня не можем достать лопасти для турбин, мы не можем купить электронику для них. Если она встанет, вот эта разрушенная котельная, она спасет вот эти все квартала билибинские, сайсарские кварталы и так далее. Но ее нету. Кто вам дал право рушить то, что вы не делали? Вы сначала, как Дмитрий Дмитриевич Садовников, походите в сапогах по городу 10 лет. По Сайсарам, по 17-му кварталу, походите по Залагу, что-то увидите, а потом вы оденете белые кроссовки и модные пинжаки. Так дело дальше не пойдет. Нет, абсолютно. Мы этого не допустим. Или вы город сейчас приводите в порядок, или эта повестка у нас в ближайшее время снова будет подниматься.